В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции, люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Транзитный хаб Центральной Азии. Строить не стены, а мосты. Биометрическая компания в Кыргызстане. Подтвердить личность легким движением руки. Учителя, которым на селе жить хорошо. А прямо сейчас центральноазиатские новости. Центробанк Туркменистана установил ограничения на покупку доллара. Теперь каждый гражданин страны сможет приобрести в банках и обменных пунктах не более 8 тысяч долларов США в год. Сообщается, что Центробанк ввел ограничения в ответ на стремительное распространение слухов о скором снижении курса туркменского маната по отношению к доллару. Они вызвали ажиотаж среди населения и дефицит иностранной валюты в обменных пунктах. Как долго будут действовать ограничительные нормы, пока неизвестно. Эксперты британского фонда Charities A Foundation включили жителей Киргизии в список 20 самых щедрых народов мира. Согласно данным ежегодного глобального исследования, 95% кыргызстанцев регулярно делают благотворительные пожертвования и треть своего свободного времени тратят на волонтерскую деятельность. В результате Кыргызстан закрепился в рейтинге на 18-й строчке. На первой Мьянма, где популярны религиозные обряды, связанные с благотворительностью. Второе и третье места заняли США и Новая Зеландия. Когда все дороги ведут в страну или через нее, главное грамотно этим воспользоваться. Из всех стран Центральной Азии самый высокий транзитный потенциал у Казахстана. Причем настолько, что в ближайшие годы республика может стать основным транзитным хабом региона. Подробнее об этих перспективах в нашем следующем сюжете. Сергей Полуянов на казахстанском рынке работает давно, но на выставке «Шелковый путь. Транспорт, логистика, инфраструктура» он в числе новичков. Долгое время российская компания, в которой работает мужчина, поставляла в республику упаковочное оборудование. Но как только перед Казахстаном открылись перспективы стать транзитным хабом Центральной Азии, компания Сергея стала срочно развивать здесь еще одно направление. Общаясь с нашими партнерами здесь, поняли о том, что сфера логистики, складской логистики, она у вас не очень развита, то есть осуществляет бурный рост. И поэтому интерес нашей компании к вашему рынку большой. Транспортно-логистическая отрасль – одна из ключевых в стратегическом плане развития Казахстана до 2020 года. Помимо прочего, серьезным импульсом для ее роста должен стать запуск трансконтинентального коридора «Западная Европа – Западный Китай». Его маршрут повторит знаменитый «Шелковый путь» и станет мостом из Европы в Азию. Вдоль этой дороги, я так понимаю, что обязательно должны быть построены какие-то транспортно-логические центры для перевалки груза, для складирования груза, потому что дорога не может быть от точки А к точке Б. Нужно останавливаться, нужно отдыхать, нужно переваливать груз, нужно сортировать его, нужно развозить его в разные места. Дорога еще строится, а компании, подобные этой, уже заглядывают за горизонт. Особое внимание предпринимателей к Южному Казахстану. Преимущественно автомагистраль Западная Европа, Западный Китай пройдет через этот регион. Кроме того, именно отсюда есть кратчайший выход к центральноазиатским республикам – Кыргызстану, Узбекистану и Туркмении. Рядом находится Западная Европа, Западный Китай. Доступность – это 4 километра. Рядом это практически 300 метров. Рядом с этим логистическим центром проходит трансазиатская магистраль Тажм. Это железнодорожная магистраль. И находится аэропорт на расстоянии 2 километра. С точки зрения логистики всех видов доступных нам средств, это самый оптимальный вариант размещения логистики в южном регионе. И я не побоялся даже сказать, на территории Казахстана. На развитие транзитного потенциала Казахстан уже потратил свыше 2,5 миллиардов долларов. В планах на ближайшие 10 лет привлечь еще 30. И пока государство строит дороги и создает логистическую инфраструктуру последнего поколения, предприниматели разрабатывают достойный сервис. Мы работаем по принципу одного окна.
Мы можем забрать груз, перевести его, поместить на таможенный склад и не растамаживать до момента, пока, например, клиент не найдет покупателя на свой товар. Вот. Для клиента это может существенно уменьшить расходы на логистику, на транспортировку. Несмотря на то, что магистральные транспортные артерии региона сосредоточены в Казахстане, со временем питать они будут всю Центральную Азию. Главное, считают эксперты, продолжать строить не стены, а мосты. Кто есть кто в Кыргызстане теперь можно определить только по отпечаткам пальцев. По примеру сотни государств мира, год назад в республике стартовала биометрическая кампания, которую эксперты называют вызовом времени. О том, как его приняли власти страны и рядовые граждане, узнаем из репортажа нашего бишкекского корреспондента. Паспортные данные, фотография, отпечатки пальцев и подпись, несколько нехитрых процедур и биометрические сведения гражданина в общей базе данных. Процедура занимает около 5 минут. Ну, если зависит от качества его отпечатков. То есть там есть еще возрастные категории. То есть человек с возрастом, у него бывает, что отпечатки стираются. Но, тем не менее, они тоже сдают. Массовую биометрическую кампанию в Кыргызстане начали в сентябре прошлого года. По замыслу авторов проекта, собранные сведения должны принципиально изменить подход к идентификации граждан. В идеале способствовать прозрачности выборного процесса, борьбе с преступностью и коррупцией, а также расширению спектра электронных услуг. Накануне парламентских выборов осенью 2015 года на основе собранной биометрической базы были сформированы обновленные списки избирателей. К бюллетеням допускались только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию. Существует некая база, в которой хранятся данные избирателя, его биометрические данные, фамилия, имя, отчество, фотография. И при сопоставлении, когда избиратель идентифицируется, можно в информационной системе что-то вроде галочки поставить, что этот человек прошел идентификацию. Соответственно, когда он второй раз, третий раз придет, можно будет показать, что он уже голосовал. Или придет другой человек, которого в списке нет, значит, этот человек не может голосовать на данном участке. Компьютерная программа идентификации граждан была названа IV. Ее разработали специалисты из Кыргызстана. Причем за рекордный срок в несколько месяцев и рекордно низкий для подобных технологий бюджет в $100 тысяч США. Такие информационные системы, они стоят дорого, гораздо дороже, например, чем те суммы, которые выделялись на это. Я думаю, раз в 10 даже, как минимум. Ну и сжатые сроки. Потому что вот мы начали в апреле, в конце апреля. И за 4 месяца такую информационную систему никто бы нам не поставил. В день парламентских выборов избирательные участки оснастили 7000 ноутбуков, термопринтерами и сканерами для отпечатков пальцев. Вся эта техника включена в систему идентификации граждан. Без эксцессов, конечно, не обошлось. Некоторых избирателей система не смогла определить. Кого-то находила на другом участке, а иногда даже в другой области. Но таких случаев наблюдатели зафиксировали крайне мало. То, конечно, были определенные проблемы с каким-то из указанных компонентов. То есть это, например, термопринтер, там, кабель и другие технические неполадки, кратковременные задержки были, но они не оказали никакого существенного влияния, с одной стороны. С другой стороны, нам удалось обеспечить практически каждый избирательный участок техническими специалистами, которые вовремя выезжали и устраняли эти неполадки. Прошедшие в Кыргызстане выборы, по оценкам международных наблюдателей, стали самыми честными за всю историю страны. Система «Один человек, один голос» помогла избежать вбросов бюллетеней и так называемых «каруселей». Потому сбор биометрических данных в Кыргызстане продолжается по сей день. И желающих доверить государству личные сведения немало. После того, как наши выборы прошли, кто не смог попасть на выборы, вот тут, наверное, уже понял, что надо сдать. Это же в его же интересах.
В ближайшем будущем кыргызстанцев ожидают две масштабные выборные кампании. В следующем году граждане будут голосовать за представителей местных органов власти, а в 2017-м стране предстоят президентские выборы. Голосование вновь пройдет на базе биометрических данных. К тому моменту ответственные органы планируют охватить всех граждан и сделать списки избирателей и распределение по участкам более точным. Учение свет, а еще льготы и дотации, по крайней мере, в сельских школах Таджикистана. Этими социальными бенефитами в глубинку привлекают квалифицированных педагогов и успешно решают кадровый вопрос. О том, почему учителям на селе жить хорошо, смотрите в репортаже нашего собственного корреспондента в Душанбе. Глядя на то, с каким энтузиазмом Анвар Дудохаджаев управляется с огородом, сложно поверить, что он не дикханин, а учитель биологии. Я давно мечтал о теплице, но не было возможности купить землю. Но 2 года назад районные власти выделили мне участок земли. Я очень признателен им, ведь это дополнительный заработок. В 2013 году правительство Таджикистана внесло поправки в закон об образовании. Их главной целью было решение острого кадрового вопроса – нехватку педагогов в учебных заведениях. В новой редакции закона предусмотрены существенные льготы преподавателям, в особенности сельским. Начиная от отсрочки призыва в армию, заканчивая выделением участков земли. Конечно, это тоже вопрос очень серьезный. Некоторые, мы уже получаем информацию, что в некоторых районах нет уже тех участков земли, которые можно выделять преподавателю. Поэтому существуют меры компенсации. Мы должны четко понимать, что преподаватель, который занимается в сельской школе преподаванием, он не должен тратить время на обработку земли. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы он был удовлетворен своей позицией как преподаватель в сельской местности. Хушрус Темиров окончил педагогический университет с красным дипломом. Мечтал преподавать историю в городской школе. Но прежде нужно было отдать воинский долг родине. Служба в армии в планы амбициозного педагога не входила. И тогда Хушрус решил воспользоваться сельской льготой. По распределению уехал работать учителем в село. У них есть желание работать с детьми, а это очень важно для педагога. И понимаем, что это правильный подход к системе образования, выделение различных льгот. Нужно всесторонне поддерживать молодых специалистов и педагогов. Месяц назад Хушрус женился. Однако традиционно больной для молодоженов квартирный вопрос быстро решился. Молодым сельским педагогам государство выделяет льготные кредиты. Поэтому все проблемы с обустройством домашнего очага у семейной четы уже позади. Когда я вижу, что государство для педагогов делает очень многое и создает все условия, то понимаю, что не могу работать спустя рукава. Свои уроки хочу проводить интересно и занимательно. Мухае Думулоева проработала в городской школе почти четверть века. Ее бабушка и дедушка тоже были учителями. Когда она узнала, что в ее родном селе открыли современную школу, то решила поменять место работы. Это очень современная школа, есть все кабинеты, есть все удобства для того, чтобы я здесь хорошо себя чувствовала и вела педагогическую деятельность. От дома в городе до работы в селе 15 километров. Но этот ежедневный маршрут женщину не тяготит. Мухае привыкла отдаваться работе, вести по 5 уроков в день и еще корпеть над домашним заданием, которое учителям нужно делать не реже, чем ученикам. У нас есть дополнительные уроки, а кроме дополнительных уроков мы ведем кружок, который называется «Мы изучаем русский язык», чтобы дети хорошо знали русский язык, хорошо была развита речь у них и чтобы они хорошо владели этим языком. Чтобы привлечь педагогов в село, сегодня в Таджикистане делают все возможное. Строят новые и ремонтируют старые школы. Выделяют льготы и земли для строительства жилья. Постоянно увеличивают государственные дотации в сферу образования. Работать учителем вновь стало престижно, но все еще невыгодно. Но в республике верят. Это вопрос времени. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.